Эволюцию публичной власти в рамках Конституции 2020 обсуждали на Пятом общероссийском юридическом форуме. Поговорим о главных заявлениях прямо сейчас с гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня вместе с нами Сергей Бабурин, президент Ассоциации юридических вузов России, научный руководитель Центра интеграционных и цивилизационных исследований Института государства и права Российской академии наук. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Главные заявления, на ваш взгляд? Наверное, оно в том, что поправки 2020 года важны, нужны и полезны для российского общества. Это говорили очень разные люди, которые даже между собой далеко не всегда согласны. И мне было достаточно пикантно, не скрою, что в присутствии многих докладчиков, серьезных, именитых, главными возмутителями спокойствия, как 3 десятка лет уже выступали мы с Сергеем Шахраем. С разных сторон, мы разных взглядов, но мы сошлись на том, что поправки важны, и нам очень важно жить дальше с учетом принятых поправок. Во время пресс-подхода журналистам вы сказали, что были солидарны с мнением жителей Башкортостана как в 1993 году, когда не согласились с конституционными поправками, и в этом году, когда большинством они были одобрены. Объясните, пожалуйста, вашу позицию. Вы знаете, это наблюдение выявилось только сегодня, потому что ведь в 1993 году я, как тогдашний уже руководитель Российского общенародного союза, только что вышедший из сгоревшего Дома Советов в Москве, выступал против проекта Конституции, говоря о ее недостатках. И уже по итогам выяснилось, что моя позиция совпала с позицией большинства жителей Республики Башкортостан, которые проголосовали против Конституции и только в целом по стране сообщили, что она набрала необходимое число голосов. А в 2020 году точно так же я, выступая уже за то, что поправки должны быть приняты, они исправляют очень принципиальные недостатки действующего основного закона, узнаю в итоге, что абсолютное большинство жителей Башкирии, Республики Башкортостан проголосовало за эти поправки. И я в этом вижу то, что мы одинаково понимаем, что без духовно-нравственного стержня люди не могут жить. Общество без нравственной основы существовать не может. И поэтому поправки нужны, и они поддержаны в республике. И для меня это очень тоже сердечный подарок. Главный эффект от принятых конституционных поправок, на ваш взгляд? Многое будет зависеть, что законодатель запишет в правовых актах. Ведь Конституция – это только основной закон. Да, благодаря поправкам 2020 года у нас есть возможность, чтобы мы не просто провозгласили в Конституции, что наше государство является социальным, но мы чтобы наполнили содержанием это определение, чтобы мы действительно стали защищать работающих людей, людей труда, людей пенсионеров, которые вышли на заслуженный отдых после добросовестной работы. Многие другие вопросы в Конституции теперь прямо закреплены уже без доверия законодателю. Законодатель не справляется 25 лет с лишним. И после этого мы уже скажем, да, Конституция начинает работать. Поэтому очень многое зависит от того, что решит и примет документы Государственная Дума, и от того, что будет здесь определено и записано в правовых актах на уровне Республики Башкортостан, что запишет в своих решениях Государственный Совет. Если мы говорим об эволюции публичной власти, куда идет эта трансформация, что мы можем увидеть в конце? Вы знаете, развитие, оно всегда противоречиво. В этом на самом деле нет драмы, это закономерность. Вот поправки 2020 года дали новые дополнительные полномочия президенту. Не надо строить иллюзий. Когда мне говорят, что там увеличены полномочия Государственной Думы, прочитайте, господа. Там увеличены полномочия президента. И вопрос не в обнулении сроков. Это вообще нелепое. Вот нам привлекли к этому внимание, чтобы люди, может быть, меньше читали основной текст и не думали о других вопросах. А на самом деле нужно отстраивать
серьезную вертикаль, и когда мы говорим о публичной власти, то реформа 2020 года только первый шаг к тому, чтобы сбалансированно осуществлять публичную власть. Я убежден, в нашей стране не может быть дохлых парламентов. Они должны иметь реальную власть. А это значит, нам нужен сильный президент и сильный парламент. Нам нужен сильный глава республики на уровне Республики Башкортостан и сильный Государственный совет, потому что иначе будет плохо, иначе власть будет бесконтрольна, иначе будет просто бардак. Ну и, кстати, в этой вертикали власти регионы, какие сейчас они получат от этой новизны эффект? А здесь опять пока еще трудно говорить, потому Варианты? что будет записано в конституциях субъектов федерации. Ведь сейчас будут вноситься изменения, исходя из тех изменений, которые записаны на уровне Российской Федерации. Вот там, где сумеют грамотно воспользоваться сегодняшней ситуацией и так поправить свои конституции, которые укрепят духовно-нравственные ценности в обществе, защитят нашу национальную культуру наших народов, защитят интересы людей труда, а не просто абстрактных людей, которые бездельники часто или живут на дивиденды, находясь где-нибудь в Лондоне или Париже. Но это уже не только российский уровень регулирования, это уровень, который нужно обеспечивать на субъектах федерации. Сейчас также обсуждается возможная отмена конституционных судов в регионах. Как вы смотрите на этот вопрос? Я убежден, что здесь не нужно нам гнать всем обязательно под унификацию, вот, сделать как у всех. Есть конституционные суды в регионах, где реально много работы, которые помогают главам регионов нивелировать недостатки законодателя, которые помогают законодателю поправлять ошибки глав регионов. Но, к сожалению, большинство, я это говорю ответственно, это статистика, в большинство субъектов федерации, создав конституционные, а еще больше уставные суды вот в областях, в краях, не имеют за многие годы ни одного рассмотренного дела. Вот представьте себе, существует Конституционный суд, существует аппарат суда, он содержится из года в год на большие деньги из субъекта федерации, а он не рассмотрел ни одного вопроса за эти многие годы. И возникает вопрос, а на что вы тратите деньги? Зачем тогда он вам? Но я бы не обрезал опять, вот то у всех было, а теперь у всех отменим. Ну давайте скажем, а вот в тех или других республиках он нужен, он работает, он практически полезен. Вот здесь, я считаю, принцип эффективного использования государственных структур должен быть учтен. Ну а как вы считаете, наиболее вероятный сценарий дальнейший, когда останется Конституционный суд России, либо Конституционный суд России плюс КС в нескольких регионах? Такое возможно вообще? Наиболее вероятное... А я хочу вас огорчить, что есть еще один вариант. Ликвидировать и Конституционный суд Российской Федерации. Но наиболее вот почему? вероятный Нет, вот сценарий. вы зря так Я отмахиваетесь. понимаю, но у нас вот время я ограничено, один из поэтому, тех, Сергей кто Николаевич. создал этот Конституционный суд в 90-м году. В 91-м мы уже брали судей. И глядя на то, как сегодня Конституционный суд достаточно сомнительно себя ведет в обслуживании исполнительной власти, ну не надо суду поддакивать, иногда надо возражать. Ну вот достаточно не бесспорные поправки в Конституцию 2020 года, ведь Конституционный суд одобрил все, не глядя. Ну или глядя, но без каких-либо замечаний. А возникает вопрос, а что это за Конституционный суд, который не имеет своего мнения? Ну это, если хотите, мое субъективное мнение, которое может быть и ошибочным. Но я не буду исключать, что мы через какое-то время в ходе судебной реформы сочтем возможным, что Конституционный суд, как самостоятельный орган, должен прекратить свое существование и стать Конституционной палатой в составе Верховного суда Российской Федерации. Во многих странах мира именно конституционные суды являются высшей инстанцией для конституционного судопроизводства.
Сергей Николаевич, еще один вопрос успеваем обсудить. В рамках форума «Конституция 2020. Эволюция публичной власти» представили QR-код. Любой желающий мог подойти и скачать. И вот в Уфе порядка 500 таких стендов. Это делается для того, чтобы и регион, и Уфа стали столицами России, если можно так сказать, по просвещению. Да? Как вы считаете, нужна ли такая практика и можно ли ее масштабировать на всю страну? Вы знаете, я убежден, что то, что здесь Уфа является одним из лидеров в Российской Федерации, и не только в Российской Федерации, эти технологии еще не опробованы по всему миру, так что Уфа выходит в мировые лидеры по цифровым технологиям в конституционном процессе. Это нормально, это хорошо. Я не сомневаюсь, что просвещение людей сегодня крайне необходимо. Ведь само по себе знание не делает человека просвещенным и, к сожалению, не делает умным. Потому что нужен еще жизненный опыт. Вот почему я против дистанционного обучения. Потому что если ты хочешь только знания себе вбить в голову, тебе никуда не надо поступать. Обложись книжками, открой интернет, читай, изучай и все. Но ведь образование предполагает еще социализацию школьника, социализацию студента, обретение навыков от своих научных арбитров и научных примеров, руководителей. Вот поэтому то, что сегодня происходит в Уфе, то, что уже произошло, это крайне важный прецедент для просвещения, для прививания доверия и понимания Конституции. Дай Бог, чтобы у вас были последователи. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Я напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был Сергей Бабурин. Мы говорили о поправках в Конституцию, о том, какой эффект он может иметь. И вместе с нами был президент Ассоциации юридических вузов России, научный руководитель Центра интеграционных и цивилизационных исследований Института государства и права Российской академии наук. Спасибо, Сергей Николаевич. Оставайтесь на БСТ, не переключайтесь.